Алроса ввела в эксплуатацию подземный рудник по добыче алмазов. С выходом на проектную мощность 4 миллиона тонн руды в год Удачный станет крупнейшим подземным рудником по добыче алмазов не только в России, но и в мире. О новых высотах компании и что от этого получит народ в материале Александры Охлопковой. В 2012 году правительство России вынесло постановление, в соответствии с которым ряд компаний, в том числе и Алроса, должен быть приватизирован на 100% до 2016 года. Напомним, что в документе была предусмотрена строка, по которому приватизация должна проходить при договоренности с правительством Якутии. Егор Борисов, будучи президентом Республики Саха-Якутия, считал, что контрольный пакет акций Алроса должен принадлежать государству, что и сумел доказать на федеральном уровне. В результате длительных переговоров и дискуссий в середине 2013 года руководством Российской Федерации был принят компромиссный вариант сохранения государственного контроля. Да, действительно, после того, как мы продали 7% акций Республики Саха-Якутия, Российская Федерация, соответственно, 7% выставила одновременно. И мы с главным акционером российской стороны заключили акционерное соглашение о том, что Республика Саха-Якутия впредь не будет продавать свои пакеты акций. В итоге Якутия получила от продажи 7% акций Алроса, принадлежащих республике, около 18 миллиардов рублей. Средства направлены на газификацию, снос ветхого и аварийного жилья, энергетику, на все то, что связано с улучшением жизни якутян. Политика в отношении флагмана экономики Якутии остается прежней. Компания должна быть государственной. Деятельность Алроса должна быть социальной. Налоги должны оставаться в регионе. На протяжении 5 лет стабильно компания Алроса, где-то платежи составляют налоговых доходов 25%. И на будущее мы считаем и думаю, что и сама компания будет заниматься этими вопросами, снижение уплаты налогов в бюджет, то есть пополнение доходной части бюджета, оно уменьшаться не будет. Также власти республики надеются получить средства и от продажи федеральной части акций. Механизмов много. Один из них через федеральную целевую программу по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. В целом отметим, что у компании блестящие показатели за прошлый год, поэтому желающих порулить прибылями компании немало. У президента компании Алроса Федора Андреева летом этого года заканчивался 5-летний срок рабочего контракта. Эта ситуация также вызвала большой интерес со стороны определенных структур. Рассматривались другие кандидатуры на пост президента алмазной компании. В частности, была предложена Ольга Дергунова, руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом. Однако Егор Борисов на встрече с президентом страны высказал свою точку зрения. И мы, когда продавали компанию на этих торгах, то увидели, что компания стала правда публичной, правда прозрачной, и видели эффективность работы команды Федора Борисовича Андреева. И после этого говорить о смене руководства как акционера Республики Саха-Якутия очень сложно. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот менеджмент, который поднял компанию, по сути, с того уровня, который было в 2009 году, они должны продолжать работать. Позиция Егора Афанасьевича имела решающее значение. Федор Андреев продолжит свою работу. Открытие рудника – еще одно подтверждение того, что компания успешно развивается. У Алроса есть девиз «Люди дороже алмазов». Ведь достижение – это результат социальной составляющей. В 2009 году мы запустили подземный рудник «Мир». В прошлом году вышел на полную мощность подземный рудник Айхал. В Архангельске во всю мощь заработал Севералмаз. Сегодня мы запускаем Удачнинский подземный ГОК. Все это создает задел на будущее. Как уже было сказано, все это создает рабочие места. Компания Алроса является одним из крупных налогоплательщиков республики и компанией, которая обеспечивает рабочими местами. Открытие перспективного рудника «Удачный» и успешное развитие компании способствует повышению качества жизни якутян. Александра Охлопкова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск, Мирный.